Музыка во имя мира. Концерт с таким названием по случаю 70-летия ООН прошел в Национальной опере Украины. Детские и взрослые коллективы из разных регионов Украины собрались на празднование. Также была представлена и крымско-татарская культура. Гимн Украины исполняют представители разных стран. 70 років ООН та Україна крокують разом із самого моменту започаткування ООН. І нещодавно 177 країн проголосували за те, щоб Україна стала непостійним членом Ради безпеки. І, власне, зважаючи на ту кризу, яка настала в Україні, Організація Об'єднаних Націй допомагає і фінансово, і людськими ресурсами. Екатерина Возмищева из Донецка в Киеве живет уже год. Пришла на концерт поддержать свою племянницу. В родном городе остались родители. Говорит, не со слов знает цену мира. Очень тяжело, когда твоя родина, место, где ты родился, подвержена таким вот репрессиям, давлению, в войне, опасности, когда у меня там остались родители, я за них переживаю, например, что каждый день не проходит без того, чтобы я об этом не думала. И надеюсь все-таки, конечно, что Донецк останется украинским, и надеюсь, что вступление в ООН как раз ускорит этот процесс. Это танцуют и поют дети. Они приехали из разных уголков Украины. А песня «Гузель Кырым» Эльзары Баталовой до слез тронула зал. Для нас большая честь, и приятно было петь песню «Гузель Кырым» и видеть неравнодушные взгляды зрителей, которые сопереживали вместе с нами. Сложный крымско-татарский танец «Тым-тым» исполнила Эльмаз Таирова. Я часто хожу на такие подобные мероприятия. И вот первый раз настолько много национального и разнонационального. Это очень приятно. То, что здесь почти все мероприятие такое посвящено Украине, очень приятно. Украине в том числе и Крым. В течение 4 часов на сцене выступило более 250 музыкантов и детских коллективов. Лилия Зиедин, Асан Иминов, Заман, АТР.